Здравствуйте, уважаемые зрители и читатели Якутского Саха-информационного агентства. С вами Николай Борисов и рубрика онлайн-интервью. Спецоперация России по денацификации Украины вызывает множество вопросов, и санкции, которые ввели некоторые страны НАТО и Запада, отражаются на жизни фактически нас всех, и поэтому возникает, опять же, множество вопросов. И сегодня у нас есть возможность поговорить с председателем Якутского госкомитета по ценовой политике Антониной Винокуровой. Антонина Борисовна, здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Скажите, пожалуйста, какие полномочия есть у Госкомцен, как он может сдерживать цены и на что? Спасибо за вопрос. Вообще по законодательству цены на товары не подлежат государственному регулированию. Ну, если речь идет о продовольственных товарах, то на них тоже. Но есть некоторое такое отдельное право для субъектов Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза утверждать так называемые торговые надбавки. Не конечные цены на продукты, а торговые надбавки. То есть затраты магазинов, там транспортные расходы, проценты кредитов туда включаются. И мы эти размеры утверждаем. Теперь утверждаем мы не на все товары, конечно, а именно на основные продукты питания, такие как там мука, сахар, крупы и так далее, подсолнечное масло и так далее. Раньше этими полномочиями занимались у нас органы местного самоуправления, сейчас с января этими полномочиями занимаемся мы сами. И у нас появились тарифные агенты во всех районах республики, и эти тарифные агенты сейчас уже занимаются этими вопросами. В том числе мониторим мы сейчас цены, 2 раза в неделю мониторим, ходим. И сейчас уже получили задание уже даже ежедневно смотреть. Ну, ежедневно смотрим и даем отчеты ежедневно. Спасибо, Антонина Борисовна. Скажите, пожалуйста, сколько наименований в этом перечне товаров и насколько максимально могут повыситься цены? Насчет наименований. Раньше этими полномочиями занимались органы местного самоуправления, и у нас очень сложилась такая разношерстная картина, что главы утверждали различные виды товаров, но есть основной набор продуктов питания, который, в принципе, есть у всех. В городе Якутске, например, 10 наименований, а в Нижнем Бестяхе, например, 25 наименований. Там много видов фруктов, овощей добавлено, а в городе Якутске это основные продукты питания, такие как мука, сахар, там подсолнечное масло, крупы, вот такие вещи. Ну, а насколько повысятся цены, вам сейчас на этот вопрос никто не ответит, абсолютно никто не ответит. Мы пока же живем запасами, которые закупили раньше, поэтому сейчас ведем мониторинг, но информация о том, что поставщики пока не говорят новые цены, такая информация есть, конечно. Поэтому сейчас, ну, как бы в позиции выжидания находятся и поставщики, и продавцы. В ходе мониторинга были выявлены какие-то нарушения? Да, вот мы первоначальный мониторинг сделали буквально в воскресенье. В городе Якутске ходили, да, и в Нижнем Бестяхе, и в понедельник пошли по всем районным центрам республики. И вот в четверг вчера ходили, и сегодня получили уже результаты. И мы видим, что в Нижнем Бестяхе все спокойно, ничего там не повысилось, а в городе Якутске мы видим, что несколько магазинов повысили цены, и поэтому по ним мы сейчас возбуждаем административные дела и начинаем делать запросы, на каком основании они повысили цены на основные продукты питания, которые подлежат государственному регулированию, торговой надбавки на которые. Если они докажут, что они сейчас уже это свежий, буквально вчерашний завоз по каким-то новым ценам, конечно, там, наверное, нарушений не будет. Но мы подозреваем, что все-таки у них лежит все-таки запасы, которые были сделаны по ранее ценам. Поэтому здесь будет налицо нарушение. Что грозит нарушителям? И хотелось бы узнать относительно районов, насколько там тоже... Потому что в районах сейчас все спокойно. В районах все спокойно. Что касается, какие меры мы принимаем, это все тоже законодательством оговорено. Да? Мы можем, если вина будет доказана, конечно, мы вначале предупреждаем предпринимателя, чтобы он исправил свою эту ошибку. А если повторное нарушение, то уже идут штрафы 50 тысяч. При этом, если, допустим, сегодня, да, еще один важный момент хотела бы сказать, мы просто сами возбуждать дела не можем. Нам нужно обращение граждан. Желательно, чтобы они были, да, обращение граждан. И когда поступает обращение, допустим, у Иванова сегодня на сахар,
на этот магазин, а завтра поступит от Сидорова на муку, это уже два разных дела. То есть количество нарушений, вернее, штрафов не ограничено. То есть если будет возникать нарушение уже на каждый вид товара, каждый день по-разному, то это уже неограниченное количество раз можно штрафовать. Поэтому я хочу обратиться к предпринимателям. Вы все знаете, что у нас эти торговые надбавки регулируются. И огромная просьба необоснованно не повышать цены. Мы понимаем, что цены поставщиков, когда вырастут, конечно, вынуждены будут повысить цены предприниматели, с этим никто не спорит. Но при этом все равно соблюдать торговые наши надбавки надо, размеры. Скажите, пожалуйста, как люди могут помочь в мониторинге цен и вообще в этом деле? Нам очень важны, конечно, обращения от граждан. Мы поэтому задействовали горячий телефон. Горячий телефон у нас номера такие. Правительственный номер 122. Наш прямой номер есть 508-026. Но в связи с тем, что мы обычно просим от граждан предоставить нам фотографию чека, допустим, магазина, да, где это находится и так далее. В общем, иногда надо будет присылать фотографии, поэтому мы задействовали еще и сотовый телефон. 8-984-118-01-05. 8-984-118-01-05. На этот номер можно и по WhatsApp просто обратиться, представиться. Нам обязательно надо, чтобы вот именно гражданин был идентифицирован, как говорится, да, и вот приложить вот те чеки и какую-то другую информацию. Тогда мы возбуждаем административное дело и смело идем в магазин и требуем документы. Поэтому нам нужны очень важны обращения граждан. Хорошо. Антонина Борисовна, скажите, пожалуйста, вообще, есть ли в планах, может быть, выходили ли на вас представители или республиканской, или, может быть, федеральной власти касательно вообще полномочий Госкомцен? Может, увеличение какое-то будет, чтобы мониторировался рост цен не только на перечень вот этих стратегических продуктов, но, может быть, там на недвижимость и что-то такое, там на товары общего потребления? Не было такого разговора или вообще какие-то планы есть? Уже есть такие разговоры, уже есть перечень товаров, которые мы должны мониторить. Он дополнен и непродовольственными товарами, и ГСМ туда входит. Вот этот перечень мы сейчас смотрим вот и в ежедневном режиме. Ну, по ГСМ у нас ситуация спокойная, связано это с тем, что у нас основной поставщик, который реализует ГСМ, это Саханефтегазбыт, это государственное предприятие, поэтому все свои шаги они с нами выверяют, согласовывают. А все остальные, которые есть в республике, которые реализуют нефтепродукты, они обычно ориентируются на их цены. Поэтому здесь мы полностью отвечаем за эту ситуацию. А вот именно рынок уже продовольственных товаров, непродовольственных товаров, конечно, он свободный, рыночная экономика там полностью. Ну, по непродовольственным товарам понятно, что мы мониторинг сейчас делаем не по электронике, не по автомобилям, не по недвижимости, а именно те товары, которые нужны человеку в повседневной жизни. Вот такой перечень. Спасибо большое, Антонина Борисовна. Надеемся, что ситуация рано или поздно сгладится и все вернется на круги своя. Да, я тоже думаю, что это продлится недолго.